Первая четверть, 10 класс. Урок русского языка и литературы. Тема урока – Алматы, туристический центр Казахстана. Сегодня на уроке, ребята, вы сумеете определить основную мысль текста, учитывая структуру текста, также сравнивать тексты, анализируя содержание, определяя авторскую позицию. Ребята, давайте вспомним анализ текста. Сначала, во-первых, вы должны определить, к какому стилю относится текст: художественному, публицистическому, научному, разговорному, официально-деловому. Второе. Вы должны определить, какого типа речи текст. То есть выделяются 3 типа речи. Это описание, повествование и рассуждение. Также вы должны определить, к какому жанру относится текст: эпизод художественного произведения, очерк, воспоминание, притча, легенда, стихотворение в прозе, статья и так далее. Также вы должны определить тему текста, обратить внимание на лексические и синтаксические средства связи текста. Что такое авторская позиция? Авторская позиция – это итог размышлений, вывод, к которому приходит автор текста. Помните, что если проблема текста – это некоторый вопрос, то позиция автора – это ответ на вопрос, поставленный в тексте, то, в чем автор видит решение проблемы. Дескрипторы к уроку. Первое. Определит основную мысль текста, учитывая его структуру. Второе. Определит авторскую позицию текста. И третье. Сделает анализ текстов в виде таблицы. Ребята, послушайте текст номер 1. Текст называется «Алматы, туристический центр Казахстана». Алматы – самый крупный туристический центр страны. В этой сфере работают сотни туристических компаний, которыми разработаны экологические, исторические и экстремальные маршруты. Успешно функционируют новые объекты туристического бизнеса: четырехкресельная канатная дорога на горнолыжной базе Шимбулак, страусиновая ферма, форелевое хозяйство, современная спортивная база в ущелье Путаковка, горный отель Кумбель с горнолыжной трассой, туристический комплекс Тау-Дастархан. На крупнейшем в мире высокогорном комплексе катке Медеу созданы все условия не только для тренировок и соревнований спортсменов, но и для массового катания алматинцев и гостей города. Неповторимый архитектурный облик города. С каждым годом растет и хорошеет Алматы. Бережно относятся городские власти к историко-культурному наследию. В городе реставрируются и ремонтируются памятники истории и культуры. Современное строительство ведется с учетом существующего лица города, уникального ландшафта и экологии. Алматы – город, в котором комфортно и удобно жить людям, созданы условия для работы, учебы и отдыха. Безупречно действуют все системы жизнеобеспечения, окружены заботой пожилые люди и дети. Теперь, ребята, послушайте текст номер 2. Текст называется «Мир живой природы». Природа Казахстана весьма разнообразна. На его обширных просторах расположены горы, холмы и равнины. Самая высокая точка Пинхан-Тенгри, самая низшая в
впадина Каракия и ниже уровня Мирового океана. Горы занимают 10-ю часть территории республики. Склоны Тянь-Шани или Алатау покрыты хвойными лесами. В ущельях этих гор растут дикие яблоневые заросли и орехово-плодовые кустарники. Вершины гор покрыты вечными снегами и ледниками. Здесь можно встретить грозного снежного барса, тяньшанского бурого медведя, сибирского горного козла. Из птиц в горах обитают сильные и смелые снежные грифы, белоголовые сипы, бородачи, размах крыльев которых достигает 3 метров, беркуты. И именно с беркутом охотятся на зверей казахстанские охотники беркутчи. В лесах и степях обитают волки, лисы, корсаки, зайцы. В Казахстане очень богатый растительный мир. Издавна люди научились использовать полезные и целебные свойства растений в своей повседневной жизни. Теперь, ребята, заполните двухчастный дневник. То есть тетрадь делим на 3 колонки. Пишем название первого текста Алматы, туристический центр Казахстана. А на вторую колонку пишем дескриптор. Первое – определите основную мысль текста. Второе – произведите анализ текстов на основе таблицы. И на третью колонку пишем название второго текста «Мир живой природы». Теперь, ребята, что вы должны определить? То есть сравнить 2 текста. Должны определить стиль текста, тип речи, тему текста, лексические, синтаксические средства связи, авторскую позицию, основную мысль текста и определить жанр 2 текстов. Заполняем. Если заполнили, давайте проверим. То есть обе текста относятся к публицистическому стилю. Тип речи. Первый текст – повествование, второй текст – описание. Тема текста. Первый текст о туризме в Казахстане, а второй текст о природе Казахстана рассказывается. Так, теперь в первом тексте можно найти эпитеты, метафоры и имена собственные. А в тексте «Мир живой природы» можно найти также эпитеты, метафоры. Оказывается, в этом тексте есть еще однородные члены предложения. Нашли, да? Теперь следующее. В чем авторская позиция 2 текстов? В первом тексте рассказывается, что Алматы – город, в котором комфортно и удобно жить людям. А во втором тексте рассказывается, что в Казахстане очень богатый растительный мир. Основная мысль первого текста – это Алматы – туристический центр Казахстана. Основная мысль второго текста – о мире живой природы рассказывается. Теперь жанр первого текста – очерк, а жанр второго текста – статья. Теперь выполните самостоятельную работу. Тестовое задание. Текста. Первое. Определите основную мысль текста «Алматы – туристический центр Казахстана». А. Алматы растет и хорошеет с каждым годом. Б. Алматы – туристический центр Казахстана. С. Неповторим архитектурный облик города. Второе. Определите основную мысль текста «Мир живой природы». А. О мире живой природы. Б.
В Казахстане очень богатый растительный мир. С. Природа Казахстана весьма разнообразна. Третий вопрос. Подберите синоним к слову «безупречно». А. Безукоризненно. Б. Изысканно. С. Чисто. Четвертое. Подберите синоним к слову «издавна». А. Издалека. Б. Давно. С. Давний. Пятый вопрос. К какому стилю относятся эти тексты? А. Художественный. Б. Научный. С. Публицистический. Шестой вопрос. К какому типу речи относятся тексты? А. Повествование, описание. Б. Описание, рассуждение. С. Рассуждение, повествование. Седьмой вопрос. К какому жанру относятся тексты? А. Повесть, рассказ. Б. Очерк, статья. С. Новелла, роман. Восьмой вопрос. Что такое авторская позиция? А. Это проблема и позиция. Б. Это вопрос, на который отвечает автор. И С. Это итог размышлений. Правильные ответы посмотрите и проверьте. Следующее задание. Выполните синтаксический разбор предложений. На крупнейшем в мире высокогорном комплексе в катке Медью созданы все условия не только для тренировок и соревнований спортсменов, но и для массового катания алматинцев и гостей города. Неповторимый архитектурный облик города. С каждым годом растет и хорошеет Алматы. Бережно относятся городские власти к историко-культурному наследию. То есть делаем полный синтаксический разбор этих предложений. Домашнее задание. Составляем интервью. Ребята, представьте себя в роли журналистов. Составьте интервью с гостями города Алматы. Интервью постройте в рамках публицистического стиля. Используйте речевые клише, характерные для этого функционального стиля. Теперь, ребята, продолжите фразу. Сегодня на уроке я понял или я поняла, что. Второе. Мне захотелось. Продолжаем фразу. Третье. Трудно было. Четвертое. Я смог или я смогла. Пятое. Я научился или я научилась. То есть вы должны продолжить фразу.